таң ботинкаңнан тоқтап қоймақ смотри, какие пышненькие поймакчики я напекла, дрожжи курбедные. Ну же, я вот тупачка моего думала поймака. Охренеть. Ну что-то не мажется вообще нифига, понимай. Не знаю, что случилось. Или с майем не в порядке, или, блин, с блинами что-то не в порядке. Вот я начала с утра готовить эти блины, заметила, что, блин, то масло не мажется, то, блин, попробовала, что-то они невкусные какие-то. Ну, нормальные, но невкусные, как раньше. Дырявые, очень красивенькие, конечно. Но на вкус что-то вот не то. Вот человек, который ко мне сегодня едет на завтра, это знаете кто? Это Ляйсян Сургут. Я ее так называю. Это ведущий, Сургутин. Ведет там свадьбы, дни рождения. Вот, мы с ней в Дагестане познакомились на девичнике. Вот она ко мне на завтрак едет. Семью. Я не могла отказать человеку, который приехал с Сургута на завтрак ко мне, на блины, на кашу. Каша надо тугая, они не сколько едут. Ляйсян вредная, походу, дело. Потому что блины что-то не то получается, понимаете? Так, сейчас заварю свеженький чай из мяты и смородины. Смотрите, вот у меня мята вылезла. Это мама 2 года назад посадила, да, и вот смотрите, сколько у меня повылазило мяты. Такие прямо, знаете, ароматные. Офигеть, просто ароматные. В магазине все-таки не такая мята. Смотрите, купила, посадила, пожелтела. Которые прошлогодние мои вон вообще вас засохли. Видали? Почему-то они желтые, странные какие-то. Я не знаю, что с ними. Вот это пахнет вкусно, бля. Вот это вообще сдох. Что за фигня? Единственный вот это нормальный. Но у него никогда смородины не бывает. Представляете? Блин. Ну я не знаю, что с моими смородинами. Полудохлые прямо. Зато у меня, смотрите, какие цветы. Охренеть, да? Кто бы мог подумать, что у меня могут быть такие цветы. Это же бомба. Это мой сад, видал, сосун ваш идет. У кого еще есть вот такой вот сад? Это все из-за того, что у меня рука легкая. Да шучу, конечно, это не моя рука. Это все Дили сажал, садовод. В этом году она меня кинула. Не пришла ко мне. Думает, наверное, достала это Милюша. Учу сажать, нифига. У нее не получается. Нахер не буду я ей в этом году сажать, учить. Я же ей каждый год, Юль, звоню и говорю. Научи это садить, научи это сажать. Она сажает, приходит, сажает. Вот так сажать, да, вот так. И потом в итоге, блин, все равно каждый год ей звоню. Все убегает. Я не знаю, я не успеваю. Сегодня вот Ляйсян точно вредная, а. Даже вон, я плиту, блин, у меня молоко даже убежало. Точно, да. Ляйсян вредная. Я поняла. Ляйсян вредная. Прикиньте, кто-то вот тоже готовится к моему приходу, да, и, блин, все горит, невкусное. Я ведь тоже вредная, между прочим, очень вредная. Да бляха-муха, охренеть, надо прыснуть. Ёпа-мать, это ж надо, Да, друзья, у нас тут Юля пришла. Так, Юля, сейчас гости придут. Ну, это. Так что протестируй кашу и блинчики. Каша. Очень. Честный. Не подкупленный. Не проплаченный. Чё, блин, ты не ела? Как не ела? Сейчас начинаю. Чё, невкусные? Почему? Ну дай насладиться-то. Я же наслаждаюсь. Ну, У тебя же самая вкусная еда. Ага, блин, у меня сегодня что-то ни каша, ни блины что-то не выходит. Каша для меня нормальная, Не сладенькая знаю. такая. Что-то не то у меня сегодня. Я же говорю, Ляйсян вредная походила. Человек, который ко мне едет. Все, будем сваливать на нее. Что-то мне рыбу подаришь на День блогера. День блогера, да? Вот, короче, на День блогера мне баллах подарит. Северский. Представляете? Уфаның конфеттері. Ой, рахмет. Зачем вкусный прям? Я баллах не Хайболаннан кайнандым коруто. Ох ты, рахмет. Вот, банаһы Сібірден менің мамынан Корот варенье. это вообще эксклюзив. Сібірден варенье, клюква, брусника, О, эксклюзивный, это тоже мамина вообще авторская. тоже Ошо варенье авторское тәмләп клюквенное варенье достав. Құймағын ашып қарадым, что-то тоды етмеген хымақ. Шантағын ашып қарайым, что-то шекері етмеген хымақ. Хам бутқам теге молоко убежало, сестра иденге хаттым сестраны. Хам етам бляха муха был Ляйсян вредный метам.
Былай болғаны yok үйдім айтам. Дәмдір келіп сығаз, нашит айтам, ол вредный айтам. Это не все, это не из-за того, что мен бешіре алмайм, менің қолым кривой деген менді қаланы көрем. Это все ләйсен айтам. Вы там лебутка давно шарили. Эй, алдашы. Сын айтам. Вообще обалденная каша. Мына давай балғал башылдай. Вообще, это бутқалар бішірмеймін. Мансур, давай. Бал, ялтам? Балны. Попробуй. Пробовать там? Попробуй. Мен яратам. Ошыларда өте Турциянан 2 ел там назад болған қайтқайным или 1 ел ма? Қарай. Сен қарай уже срокі бар ма? Отырап қайттым шүкір. Істемейм уже. Қасалып қайтқанмын. Срока көрінмейді, по-турецки написано. 25-го қас былтыр бітенді. Только машиналар ерер ме екен, есі болып кет, Қандай Рахмет. можешь не возвращать? Именно ошыларда ұтарған сағын. Башка келіп отырмыз. Келігі да тұрып қарам ойлам. Мен буш болғам. Всегда рада. Алла верхе кусенгас бізді, сплав доделаем. Кстати, достар, біз Лейсенмен же хотели сплав сделать, Бюренда. Но не вышло, не получилось. Ну, а как раз таки Лейсен Уфа говорит. Уже все. Ну, и так что в ряды башкирских ведущих пополняется, достар. Свежее дыхание, свежее лицо, свежая программа, свежий ведущий у нас появился в Уфе, достар. Так что заказывайте. Кімге керек дәртлі етіп, туйғыды, юбилейғыды апарған, свежий взгляд мұнан алып барған тегі туйғыды, юбилейғыды кіші керек бұға, мұна, пожалуйста, Лейсен. Қазір Лейсен, хиңе тоже буляк берем. Лейсен, а мен хиңе тегі костюмлетті подариттім ол. Нет, что ли? А неше хиңе подарит мәнім? Мансур, кел мына хиңе буляк берем. Ай, Алла, вес тұтырып. Вот смотри. Ол хиңе яңа елға, 20 февральға, и туған күніңе. Рахмет. Тоқта, киіп қарай қал. Кстати, недавно туған күнім болды. Мен мына жерде бөлектер әдірдеп қоям, көрәң пакетта. Мейлі, шапа, рахмет. Видал, вот даже размер ядалған. Мансурдың как раз туған күні өтті недавно. Что, правда, что ли? Да. Размер утра кимеха, хадыр икенсе. Это очень качественная футболка, давай киіп қара. Дұрста ты кейіндірі. Это, между прочим, мұны қайбеттен кіп. Келешіп тұра. Елі тәнімді тұтын. Рахмет. Сразу киіп қайт ұшайды. Модно, между прочим, Между деген. прочим, хадыр ұшлайым, киелер, ұшайды, не. Слойный. Есть, слоями. Вообще прикольно. Так, давай сюда, отдай пакет. Я кому-нибудь другому футболку положу подарок. Лейса, ты выездной магазинда базарда машина. Да. Қара, Лейса. Осындай бар. Бұл теге бизнес бисәлер ме? Әйе, ну бұдың надписі. Как раз бизнес бисә. Вот, меня вообще ұқсайшыл. Вот. Хиңе хайыр мекен. Давай померим Давай, тоже. на. Если или бар летний костюмчик. Жоқ, мен лучше мынауды. Давай. Хиңе қыдылтыз келішірге тез. Вот такие дурачки бітейі. Тышта кейіне оталарсың. Нешеп тыштай бөлегітерге оған мекен. Тормыз. Хватит воровать менің стористарды, блин. Вы была весь хатыла, да? Әйе? Ух ты! Вообще крутая, Лейсен. Бұл күрмәк тоже? Еще, да? Да. Ну-ка, подправка. О, какая ты яркая, красивая. Я қыдылтысына келіші Да? Лейсен. Әйе. Мен қыдылтыз давно кигенім жоқ. Эй, не мечтап. Не знаю, давно не носила. Очень тебе Красный идет, очень идет. Вот смотри, бизнес-беседе кивер. А бұлар что, больше есть ма? Есть. А что, чем тебе больше? Жоқ, вообще, теге размерная сетка. Любой размер Да? можно сделать. Вообще да. классно. Качество, кстати, классное Мгм. вообще. Прикольно, да? Приятный ғана, я рахмет. Делаем, да, тоже. Рахмет. Спасибо, рахмет, Милеша апай. Спасибо, что Не уделила рахмет. время бүләкләр өсін рахмет. Рахмат. Келеверегез. Давай, барам да қоям. Я уже говорю, не мекеш. Конечно. Ну, вообще круто. Бұл рубашкаңды уже тастайын де Дагестанда еріп Не қайтты. говори. Дагестан Сургут. Дагестан, Сургут, Башқұртстан рубашканы сейсмеге. Ай, Мансур қала келешем. Жаль, Альберт ауыды көрмәдік. Ладно, көрерге дәл. Көрерге охота его тоже. Көрерге дәл, алла берха. Келіп сығыр. Тәмләп тұрып, ней. Ай, қоймақтарды алдың ма? Алдың ма? Алдың мı? Рахмет, Милеша апай. Ладно, давай, пока-пока. Сізге рахмат. Зариналарға сәлем Аха. ярам. Қу етіп. Алар жоқтайлар. Қайырлы ел. Рахмет, Зорин. Все. Сургутқа қайтып кеттілер. Сургуттан келділер завтракқа. Қазір Сургутқа қайтып кеттілер. Алдайым, Хайбуллаға қайтып кеттілер. Давай, пока. Лейсан, оказывается, Хайбулла келені. Представляете? Приятного аппетита. У Азали проблема с щитовидной железой. Мы об этом узнали год назад. И прикиньте, вот, который врач нам назначил лечение год назад, мы его прошли, и толку не было. Сдали полный
чекап, сделали полный чекап вот в РГ-клинике у Рустама Робертовича. И выяснилось, что вообще толка от лечения не было. Сейчас не знаем, что скажет Рустам Робертович. Оказывается, в Башкортостане у 60-70% жителей проблемы с щитовидной железой. Рустам Робертович сказал. Ты прочитала про щитовидную железу? Нет, зачем? Я прочитала и расстроилась. Это тебе всю жизнь придется следить за щитовидной железой. И Она от тебя никуда не уйдет. Тебе морскую капусту надо кушать. Каждый день. Источник йода. Во времена СССР, кроме морской капусты, ничего в магазине не было. Я ж тот раз тебя купила, ты пробовала? Не понравилось? Ну, вкусный, не вкусный, когда придется есть иногда. А из-за чего появляется щитовидная железа? Не читала? Я не знаю. Как ты не знаешь? Ты о своей болезни должна знать все. И подружиться с ним. Вот поэтому год-два раза надо полный чекап делать. Улясяин вот год-два раза полное обследование делать. Сколько Представляешь? себе лет и сколько мне лет? Улясяин с молодости такая была. Она капец как за своим здоровьем следит. Вот у нее поучиться нам надо, бля. А мы, блин, когда хреново становится, идем в больницу, блин. Капец она себя любит, да? Я охреневаю иногда. Но это правильная позиция, на самом деле. Красотка. Копия я все-таки, блин. Очень сильно на меня в молодости ты похожа. Ты видел мои фотографии в молодости? Ты копия, я. Прям именно так я и выглядела, между прочим. Я вот смотрю на тебя, да, и сразу вспоминаю свои 15 лет. Тебе, конечно, не 15, 17. Блин, у тебя когда самый такой интересный период жизни начинается. 17 лет. Где мои 17 лет? Как Венера Васильевна говорит. Эй, картлык, хин неңе иртә килдең. Минең адресты хин кайдан белдең. Всегда мама наготовит очень много, а потом всем в гостинице таскает. Ну, это удобно, чем магазинные печеньки на гостиницу привозить. Лучше домашнюю выпечку. Это очень хорошо. Господи, да что такое? Еще на улице, блин, на весе. А что такого? Не знаю, что такого. В Китае вон вообще так делают. А ты что, китаянка, что ли? А почему нет? Раз китайцам можно, а что нам нельзя-то? Я не пойму. А почему китайцам, значит, кикерия можно, а нам нельзя? Скажи вот. Почему? То у нас так в обществе не принято, а у них в обществе принято. У них в обществе приняты другие нормы социальные. И, блин, ну и раз тебе так нравится кикерия, иди езжай в Китай, там будешь кикерия. Я как хочу, так и живу. Хочу кикерам, хочу уфурам. Мне пофиг вообще, кто обо мне что подумает. Мне осталось жить всего, может быть, 20 лет. И мне посрать, кто обо мне что думает, честно говоря. Я раньше тоже хоть переживала, что кто обо мне что скажет. А сейчас мне абсолютно все равно. Веришь, нет? Потому что я осознала, что жизнь очень короткая. Ну, прикинь, вот ты идешь, и рядом с тобой мужчина, и на всю улицу кикеряй и уфора. Нормально? нет? Нормально, я посмеюсь, еще и сниму контент, скажу, ни хрена себе прикольненько. Гусиные лапки будешь? Гусиные лапки. Вы знаете, гусиные лапки. Раньше в магазине, в Советском Союзе, когда мы жили, кроме вот этих конфет, не было больше никаких конфет. Гусиные лапки, москвичка. Знаешь, какие они вкусные. Попробуешь? Спасибо. Попробуй. Спасибо. Будете, девочки, гусиные лапки? Да. Вкус детства. На, Лариса, тебе тоже. Гусиные лапки? Вкусные же они. Только ты вообще. К зубам прилипает. Блин, у него такая особенность. Может, мне пока на капельницу лечь быстренько? Можно? Двух зайцев сразу убьем. Не просто так же я пирог принесла им. Чтобы они мне без очереди быстренько капельницу сделали. За 5 минут. За 5 минут проконсультировали насчет щитовидки азалии. Еще чай ему гостили. Чего? Чего вы мои сережки носите? Я ношу. Я еще пошла, вон купила еще. Точно носишь? Да. Я к ним купила эту цепочку купила, потом вот эту купила и колье еще купила. Вот, и подруге еще купила. Я вообще там на 7 тысяч закупилась. Вот, поверни-ка сюда. Вот видите, моя реклама работает. Это даже была не реклама. Я зашла в Сороку и показала, где я купила украшения девочкам. И вот, представляете, человек пошел еще на 7 тысяч закупился. Хозяйка Сороки, имейте в виду. Видите, какой... Это даже, хотя не реклама была, а какая мощная реклама получилась. Вы мне по гроб жизни должны за это. Да шучу я. Аптека тоже должна. Да, аптека тоже должны. Все меня должны кругом. Ты что как бабулька?
Ужас. Ну сколько можно, блин. За последний час уже 3-й раз. Сколько нужно, сколько захочу. Ну, вообще круто стало, да? Ну, тут просторно. Ты, между прочим, Рустам Робертович, это не в аренду вот это помещение, а его собственное помещение. Представляешь, какой он богатый мужик. Какой он богатый жених холостой. Представляете, девочки, имейте в виду, он до сих пор в разводе и холостой. А сколько ему лет-то? Да что ты знаешь, сколько ему лет? Надо спросить. Он сейчас подтянулся, подкачался. А ты А 20-летний ты знаешь, я какие-нибудь? что начала замечать? Вот как мужики разводятся, да, сразу начинают худеть, подкачиваться и хорошеть. Женщины тоже? Да, вот женщины тоже говорят. Они всегда дают вот эти ппшные конфетки. Лариса, свои ппшные конфетки сама ешь, на. Они как сено. Спасибо. Слишком печетесь о здоровье клиентов. Что ж, ппшные конфетки даете? Просила зеленый чай, это было буквально. О, нифига себе. Нифига себе, зеленый чай, блин. Капец, настоящий зеленый чай. Это этот у них какой-то китайский настоящий зеленый чай. И ппшные конфеты. Мы ппшные конфеты не едим. Вот что я принесла с собой. Никому его не дам. Господи, сейчас все поют, кому не лень. Ты тоже. И я тоже, да. Мне не лень, поэтому я и пою. Здравствуйте, Рустам Робертович. Здравствуйте. Вы опоздали на 25 минут. К себе на прием. Врачи тоже опаздывают, оказывается. Ты, наверное, еще загуглил, да? Нет, она ничего не загуглила. Я говорю, тебе надо с твоей болезнью подружиться, потому что всю жизнь придется с ней бороться. Ты подожди насчет бороться. Ну, я в интернете прочитала. Она сегодня все утро без настроения. Такая, я переживаю, а Сале все плохо будет. Я плохо не сказала. 30% населения Башкирии, у них выявляется патология щитовидной железы. Почему? Потому что мы эндемичный район по нехватке фтора, йода, селена. Вот основная причина патологии щитовидной железы. Поэтому мы с тобой, что сейчас, начинаем не с гормонов, а с йода. Месяц мы пьем, через месяц контрольный анализ. Если будет так же или хуже, то тогда уже переходим на гормоны. Да? Гормоны тоже есть как бы схема. Всегда начинаем с малых доз. Можно выйти на схему постоянного приема, можно, скажем, циклического приема. Месяц пьем, 3 месяца отдыхаем. Эти гормоны это не как половые гормоны. Это у нас на половых гормонах женщины пухнут, набирают вес, жидкость задерживается. Нет, гормоны щитовидной железы, они работают по-другому. Потому что сама щитовидка это что у нас? Это водитель ритма. Он задает тон, ритм обмена веществ. Это вот, если смотрели, на байдарках мужики такие здорово гребут, а на корме сидит такой маленький мужичок, который так и раз, и Да, раз. да. Вот это вот и есть щитовидная железа. Слышала? У тебя пострадал этот маленький мужичок, который задает тон. Вот. Так что все нормально будет, не переживай. Ну, переживаю, конечно. Ну, понятно ты. А то люди говорят, Ты же мать, ну, поэтому переживай. типа на всю жизнь останется это с ней, всю жизнь надо будет поддерживать. Ну, а что делать-то? Здесь, ладно? Посмотрим. Вот поэтому, друзья, всегда делайте полный чекап. Я же вам сказала, вот что моя мама в год 2 раза делает. Резко может выявиться какая-нибудь там болезнь. Аллах Актан, конечно. Но надо делать полный чекап. Кстати, вот у Рустама Робертовича можете сделать полный чекап. Полный прям. За пару часов. Да за час же можно сделать полный чекап, да, Рустам Робертович? Да. Прикиньте, вот этот замана. Пришел, за час полный чекап сделали. Они как раньше неделю ходили, проходили, блин. Морскую капусту я ей говорю, кушай. Это же источник йода. Нравится тебе? Нет, она говорит, невкусная. А что ты заставлять будешь? Ну, Это же это не зна- коня корм. Ну, может, что-то еще надо там пить, есть. Не Добавочный. Вот это вот сказка про то, что вот эти всякие морская капуста, водоросли содержат много йода. Качество нашего, скажем так, пищевой промышленности оставляет желать лучше. Не знаю, там дядя Вася помыл руки или не помыл, когда резал эту капусту. И вообще, это морская капуста или не, хрен знает что, да. Так что это вся контрабанда на Малой Арнаутской, но
здесь тоже как бы вопрос такой. Опять-таки, несмотря на то, что летаем в космос, у нас сейчас все методом тыка. Попробовали, получили эффект, оставляем. Не попробовали, нет эффекта, отдаем супругу или папе. Да, как мы его сидим. Мы папе все отдаем. Мама так один раз съела хурму, короче. Принесла мне 2 хурмы, а я хурму не люблю. Одну откусила, поела, короче, съела половину. Что такая, блин, невкусно. Вторую, короче, откусила, поела, тоже невкусно. Она такая, пойду папе, короче, отдам. Отдала папе, а папа этой хурмой отравился. Да, ему плохо. Он пополам. Бедный у нас папа. Все за нами доедает. Господи, издеваться что Это ли? я только одну выпила. Господи, а банка какая огромная. Какого черта такую огромную банку делать, если там 2-3 штучки ложат? Я говорю, вот, Рустам Робертович, расскажите про капельницу Золушку. Что за капельница-то вообще? Все помним, да, почему Золушка, то, что из заморашки она превращалась в принцессу. Ну, мы сейчас тебе сделаем просто принцессу. Я буду принцесса. Да. Вы и так принцесса, будьте улучшенная принцесса. Да. Будете лучшей версией самой себя. Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Моложе, красивее, идеальнее. В составе именно нашей Золушки находится глутатион. Что это такое? Японский препарат. Это вещество, которое вырабатывается в нашем организме. Это наш самый главный природный антиоксидант, который защищает нас от старости, болезней, воспаления. Но, к сожалению, после 25 лет он резко снижается. Поэтому, если взять сейчас, посмотреть на Азалию, ну, условно, у нее 100 молекул глутатиона вырабатывается в секунду. Ага. А у тебя всего 20. 20? Да. Цифры условные. Ага. Бояться. Для этого существуем мы. 20 у меня вырабатывается. Это что? А через 10 лет что, у меня 10 будет вырабатываться всего лишь? Ну, есть такая вероятность, да. Но есть мы, которые можем тебе помочь. Потому что когда мы капаем глутатион извне, причем обязательно японский, потому что есть на рынке китайский, вообще ни в коем случае нельзя его делать. Вот, свой начинает вырабатываться. То есть глутатион поступает внутрь организма, местный глутатион говорит: о, конкурент, начинает в большей степени вырабатываться. И в течение 4 месяцев у тебя будет, соответственно, уровень выше. И как раз это и есть механизм после действия капельницы. То есть 4 месяца у тебя будет на хорошем уровне глутатиона, ты будешь себя хорошо чувствовать. Поэтому любые, скажем так, капельницы мы повторяем через 4 месяца. И очень многие женщины, бизнес-леди, просто красавицы, приходят каждые 4 месяца, делают эту нашу же Золушку. Да, кстати, я вот постоянно здесь бизнес-женщины вижу, бизнес-бисялярды здесь часто вижу. Они, оказывается, на Золушку ходят. Вот почему они хорошо выглядят, девчонки. Вы знаете об этом? Много работают и при этом очень хорошо. Да, потому что они каждое свое утро начинают с Золушки, с капельницы. Себя. Да. Азалия осталась в городе у нас. Я поехала домой. За этой щитовидной железы я вообще очень расстроена, очень. То, что лечение не помогло, меня вот это вообще очень расстроило, блин. Ну ладно, Рустам Робертович. О, вообще такой Рустам Робертович всегда на позитиве человек, да. Вот ты придешь к нему расстроенный и уйдешь прям вдохновленный, заряженный. Все твои проблемы кажутся мелочью. Он даже вот когда начинаешь говорить, да, типа, ой, вот теперь капец, страшно, ужасно. Он говорит: не употребляй такие слова. Никакой не страшно, не ужасно. Между прочим, даже очень хороший психолог. С любой проблемой к нему придешь, даже самой капецкой проблемой, он тебя успокоит, подгонит решение. Любую проблему можно решить. И такой воодушевленный уезжаешь домой. Вообще вот люди, которые меня окружают, да, все хорошие люди. Все. И все добросовестные, уважаемые люди. Аллаха шукр. Я очень благодарна Богу, да, Аллаха, что Он мне вот дал такое окружение. Это же все Бог мне дал. Рахмат Аллах. Аллах Тағала, агар да хин мені ишітсең, мен еңе айтам, рахмат. Все-таки окружение очень сильно влияет на нас. Очень. Ой, блин, я чуть не проехала платную дорогу. Бисмилlah. Вечно вы меня отвлекаете. За это у меня штрафы, да, это, как там, нарушение. Все из-за вас. Ну вот, короче,
меня Рустам Робертович успокоил. Все-таки врачи разные бывают, да? Вот пришла к одному врачу, она меня, напугала, расстроила. А пришла к Рустаму Робертовичу, все в порядке, все хорошо. Да, все равно вот от этого, от слов очень многое зависит. Вот, Юля! Ну блин! Даже тапочки не надо! Господи, мне неудобно! Боже ты мой! Эх, вы, девчонки, если бы вы знали вот такого работника, сотрудника, клинера, никогда вы больше такого чистоплотного не найдете, как Юля, наверное. Вся команда, вот у Елены, вся команда очень трепетно относится к своей работе. Они так убираются, да, вот просто действительно заходишь, да, и ахаешь. Прям заходишь, и прямо такая свежесть, такая чистота. Прямо все блестит, сияет, свежестью пахнет. Заходишь, и прямо глаза твои, твой нос, твои уши, твой мозг прямо радуется от чистоты дома. Вот я прямо так благодарна вообще Юле. Хотя вот я всегда Юле говорю спасибо, а Елена директор компании клинеров, хозяйка клинера, обижается. А что ты им спасибо говоришь, а мне спасибо не говоришь? Елена, если ты меня слышишь, тебе отдельная благодарность за Юлю. Огромное спасибо. Я не нарадуюсь, что тебя нашла. Вообще, конечно, ты меня нашла, но все равно я не нарадуюсь, что ты меня нашла. Очень прямо рада этому, потому что действительно, вот такую уборку не всякие клинеры могут сделать. Мне всегда стыдно потом. Я потом захожу, вот увижу, как Юля убирает, мне стыдно становится, честное слово. Не, хоть как-то же Юлю надо отблагодарить, А то, постоянно она приходит, отмывает мой дом до блеска, бляха-муха. Сейчас, какую-нибудь купим дешевую краску. Не дешевую, но имеется в виду, у нас-то выбора нету. У нас нету тут специализированного магазина. А что мы в деревне раньше сами себя красили? Губкой вообще. Для мытья посуды же есть губка. Прямо этой губкой и красили. Ничего страшного, нормально все красилось. Сами себя стригли, сами себя красили, сами себе уши протыкали. В огромном магните, прикиньте, только вот такие вот краски. И все. Больше нету. Черный, коричневый какой-то, блонд. Офигеть. Где я теперь возьму? Девочки, а что вот это? У вас палет только 2 разные краски получилось для волос, да? Палет? Да. Красного нету цвета. В красный хочу перекраситься. Да шучу я. Вот в деревне краски не привозят для волос. Оказывается, в большом супермаркете всего лишь, 3 разные краски. Черный, блонд и коричневый. Представляете? Все, больше нету выбора. Зато конфетки купила. Бэр магазинға, буш инмейменен купи. Конфеты на сливках взяла. И какой-то странные конфеты взяла. Конфеты с клюквой и арахисом. Мечты Василисы. Представляете? Прикольно, надо попробовать. Но это я не себе взяла. Это я на гостинице всегда беру. Людям. Вот куда-нибудь приезжаю, раз, зашел, дал гостиниц. Людям же приятно. Куда бы я ни пошла, я хоть маленькую шоколадку занесу. О, бляха-муха. Вот, давай вот этот. 2 пачки есть? Найди вторую пачку тоже. Неужели нету, а? Ни в одном магазине нету. Все обыскала. И 5, и монетку, А нет, монетку я еще не заходила. Ну как так? Палет, Русский палет. Ладно, спасибо. Русский палет, мы сейчас будем красить Юлю. И то одна только пачка. Привет, Анжела. Слушай, Анжела, вот такой вот краски нету, еще одной на складе. Все на витрине? Там же Алина была. Ну я знаю, но вот одна только. Это что, типа подделка палет, что ли? Не поняла я. Одна только штука оказалась, я не знаю, хватит, нет Юльки. Как-нибудь. Все супермаркеты обошла, нету нигде. Охренеть, я в шоке. Издеваются, они что думают, деревенские волосы не красят, что ли? Почему краски не привозят? Или думают, в деревне только живут черноволосые, блондины. А как же быть рыжим? Рыженьким что делать? Юль!
Я одну только краску нашла, прикинь, все магазины объездила. Представляешь? Давай я закажу, Твой говорю. рыжий цвет нету нигде. Давай, говорю, я закажу. Я вот прям сегодня вечером приеду, на Валбересе закажу. Я уже купила одну штуку. Тебе одна Одну. не хватит, да? Ну, я примерно 2-1,5 вот так вот. Вдруг хватит. Слушай, а это, давай сфоткаю и куплю где-нибудь. У нас ведь тоже магнит есть. Или ты магнит косметик? Ну, я уже настроилась тебя накрасить. Давай. Сейчас, короче, друзья, будем красить Юлю в рыжий цвет. Цвет ведьминский. Рыжая, бесстыжая. А я тоже ходила рыжая. Да? Да. Давно? Блин, надо фотку найти. Ну, мне шло. Красиво было. Ну, сколько тебе было примерно? Да черт знает, я же Юль. Какой только не ходила. И с черными волосами, и блонд полностью, и рыжая, и синяя, и коричневая. А синяя прямо сознательно? Или Да? просто не получилось что-то? Нет, сознательно, ну, прикольно же. И желтая. Разная была. И с короткими, и под мальчика, и длинными, и кудрявыми. Да, у нее вообще разные прически были. Учимся мешать краску. Юлька сейчас такая, уже страшно Юле, когда она увидела губку, краску и название палет. Ты видела название палет по-русски? Офигеть. Да, прикинь. Так, что тут делать? Выдавите содержимое окрашенного на сухие волосы. Все понятно. Все легко и просто. Блин, надеюсь, краска хватит. Ладно, сколько хватит, столько и выдавим. Столько и покрасим. Короче, мы тебя покрасим, где седина, а туда распределим на кончик. Да. Может, водой разбавим? Размешали, губку взяли, старую футболку надели. Сейчас Юля мне даст перчатки. А, я зубной щеткой. Надо вот купить специальную кисточку. Охренеть запах. Смотри, какой цвет красивый. Угу. Да ты сверху фотографировала, ты все. Ага. Я не люблю, когда сверху это. Есть такой розовый. Вот тебе повезло, у тебя попа есть. Ты как спортсменка, Юль. Это работа такая. Офигеть. Накачалась, блин. Да. И спортом можно не заниматься. А я и не занимаюсь. О, ну как, Юлька? Я не вижу. Я тоже не вижу. А, иди туда в зеркало посмотрись. Розовый тоже М-ка, Юль. Эмка? Да. Че, как? Нормально. Нормально? Он же не надо, чтобы он в Ну-ка, повернись-ка. облегон был. Он же В не надо облегон. так. Чтоб Нет, он- нормально Я же. и говорю, не надо, чтобы Да, он в облегон нет, был. не надо, Зачем? конечно. Вот, смотри, У тебя это брюки вообще хорошо сели. попа есть. Да, верх, ну, немножко свободный должен быть. Что теперь? Нормально, мне кажется. Смотри, как твои глаза сразу же засияли голубым оттенком. Вот Сейчас тебе. еще рыжая буду. Это тебе подарок. Нет, Юль, тебе, оказывается, этот голубой цвет очень идет. Да, очень, Юль, тебе идет. Вообще круто. Тебе действительно твой цвет оказывается. Вот на работу таскать. Ну Отдел да пошел. сейчас на работу. Нет. Таскай на работу, я еще сошью, я тебе каждый год буду поставлять. Не жалей. Я тебе каждый год буду дарить, Я к давай. тебе буду Пускай вон все... приезжать. На работу я к тебе буду приезжать. А подожди, Ай, а ты вот так сидишь, а чем у тебя этот... На Где ка- черный мешок мусорный у тебя есть? есть, конечно, сейчас. Нету, нету. Мы же сейчас запачкаем сейчас вообще капитально. Давай я тебе какую-нибудь старую футболку, что ли, тоже дам. А что давай я мешок одену? У нас все-таки салон. Я русской дырки не буду делать, что ли? Да вон я так вот и все. Блин, точно? Вот дурачки, блин. А я вот так вот сейчас Ага, завяжу. вот так вот может накапать на твой Щас. это. Подожди, сделаю. Сожгла, что ли, волосы, да? Это портится все время же в резинке. Сначала мы тебя вот тут покрасим зубной щеткой. Мне очки надо одеть. Я не вижу, прикинь. Охренеть. О, вот это другое дело, блин. Ну, извини, это деревенский эконом-класса. Этот, как там его, салон, так что... Точно в такой же хожу. Нам надо экономить. Короче, я как умею сейчас закрашу тебя. Бисмилла рахмани рахим надо говорить. У нас у мусульман так. Когда говоришь бисмилла рахмани рахим, все, и краска хватает, и вкусно получается. И ничего с нами не случается.
Только не жалей костюм, на работу таскай, ладно? Очень грязные объекты есть. Да ну ладно. Я тебе каждый год могу новый костюм дарить. Лишь бы ты у меня уборку делала. Подожди, я никуда не собираюсь Ну, уходить, Вот поэтому... я боюсь, что ты, блин, смотаешься куда-нибудь. Подожди, Бросишь меня. год точно. После год, а потом что? Куда собралась? Да никуда не собралась. Елена, ты слышала? Твой самый лучший клинер, Юлька, год собирается проработать и куда-то умотать. Нет, это просто под вопросом. Неизвестно, как жизнь повернется. Под вопросом еще говорит. Потом мы как без тебя, ты чё? У вас вообще команда же мощная. Команда у вас офигительная. Хороший коллектив прям. Спасибо, Елене. Подобрала. Да. Долго подбирала, подобрала. Нет, Елена молодец. Она прямо за качество, за чистоту она прямо топит, да. Не все же так, блин, клининговую компанию. Я же со многими работала, Юль. Многие же ко мне приходили, убирались. А я же сравниваю, я же вижу разницу. Я могу дома смыть. Ну Мы как раз, как раз вот 40 минут и пройдет, мы пока 30 минут Ну что ты едем. так домой поедешь, что ли? Так он же меня может до дома добросить. Он же со мной рядышком живет. Юль, что ты вот так поедешь, да? Скажут потом люди, что я пожалела свою Нет, душевую кабину, бля. Нет, ни в коем случае. Ну, Ты что? всю кабину забросили. Нет, что, не за Все это. равно же ты будешь мыть. Что такого-то? Как раз мы доедем, я как А раз... за что, тебе мешок надо? Да, да. И мешок надо. Здесь мешок. Ты только долго не ходи, Юль. Я не буду долго. Ты что, я сразу же пойду смою. Ты сейчас тогда в мешке поедешь вот так, что ли? Да. Ты что думаешь, мне без с разницей? Мне вообще без разницы. Прикинь. Прикинь, ты там. Представляешь, ты там вот так приезжаешь. В мешке на голове. Муж встречает каждый сезон. Все, иди давай. Ой, боже. Ой, Юлька, бля. Муж охренеет, блин. Господи. Юлька, бля. Ты мешок тот сняла, что ли? Что ты сняла? А если испачкаешь футболку? Нет, я здесь вот так вот сделала. чтобы Нормально? не- Костюм забрала? Да, спасибо. Ладно, давай. Спасибо за... Это тебе спасибо, Юль. Ты мне эту фотку отправишь, ладно? Ладно. Что получилось? Ну, блин, краски мало было, если что, имей в виду. Я не виновата, потому что я обошла все эти магазины, супермаркеты, не было, короче, краски. Ладно. Это все забрала свое вроде? Все взяла, да? Ну ладно, пусть себя будет. Да, сейчас может, тебя не узнает. Скажет, что за мешок с мешком на А голове. его дома нету все равно. Я успею. Так, все вроде. Все, давай, Здесь пока. это. Угу. Давай, пока. Спасибо. Ай, не обмажься, не обмажься. Тебе спасибо, Юль. Давай, пока. Здрасте. Приводите свою жену, покрашу. Могу вас покрасить. Дорого. Я самый крутой как там его, колорист. Деревня Дорогина. Ладно, пока, Юль, спасибо. Мгм, пока. Ты телефон-то взяла? Да. Все, ладно. Ага, пока.